У нас проходят сабантуи в деревнях, в городах. Иногда организаторы сабантуя несколько изменяют формат и отходят от главного сценария. В чем суть сабантуя? Да, сабантуй – это праздник. Неотъемлемой частью сабантуя всегда были лошади, скачки. Через этот сабантуй это было идеологически воспитывали молодежь. Где-то были в ловкости, вот это подъем на шест, и в то же время и ловкость, и в то же время и юмор. Раньше возможность познакомиться, показать себя, познакомить детей, продемонстрировать лошадей своих, ловкость свою. Все с удовольствием проводили эти сабантуи. Это был такой национальный праздник, но за этим национальным праздником, конечно же, скрывалась идеология продвижения татарской нации, татарского народа. Вот снимки и сабантуя, картинки вот этих вот зрелищ, они еще обнаружены в Китае 2500 лет назад. Вот. Как выбраны эти виды спорта для детей, для бабушек, для женщин. Иногда сабантуй приезжает прекрасный певец Тимаев, и сабантуй превращается просто в молодежную дискотеку. Наверное, это не совсем правильно. Иногда сабантуй превращается просто в борьбу, акцент. Поэтому нужно создать на сабантуе массовость, обязательно учесть наши принципы, народные вот эти вот промыслы старые. Это должна быть демонстрация чего-то. Очень важно на сабантуе вот сейчас брать в деревне какие-то старые фамилии, их поднимать, их каждый год 2-3 фамилии из деревни, и их собирать на сабантуй. Это оргкомитет этим должен заниматься. Это несложно. Выяснить родственников и собрать 2-3 рода из этой деревни, которые здесь проживали. Сейчас очень много таких деревень, от которых осталась только, значит, небольшая стелла, что здесь была когда-то деревня. Так вот, эти жители, может быть, живут в соседних деревнях. Там тоже нужно хотя бы небольшой провести сабантуй. Штаб татар никогда не был сторонниками очень дорогих, масштабных, огромных сабантуев. И все это зависит от погоды. Вот внутри Москвы, например, 8 прекрасных парков, где в каждом парке можно проводить сабантуй в 2-3 дня. В деревнях, в поселках, если татарская улица, например, вот в Костроме есть татарская улица, татарский квартал, там проводился раньше сабантуй. Надо вести сабантуй, конечно, на 2 языках по возможности. На 2 языках, а многие сабантуи хорошо, что проходят на татарском языке. Хотелось бы обратиться к сабантую, который проводился в Нижнекамске. Так как его начинал мой отец, поэтому эта тема мне очень близка. Вот, в 1972 году был такой массовый сабантуй в Нижнекамске, ответственный был у меня отец, значит. И, народ собирался. Потом я был на сабантуе уже в 1997 году, где было где-то в районе 10-15 тысяч. И я приехал потом на сабантуй, уже живя в Москве, в 1999 году, и мне объяснили с порога, у нас сабантуй по-медшиновски. Это все уже был главой Ильсур Раисович. В чем по-медшиновски, я спрашиваю. Мне объяснили, это 4 пункта, потому что те люди, которые организовывали сабантуй, я с ними со всеми общался, и вот они после планерок у Ильсура Раисовича, потом мы вечером с ними встречались. Значит, первое, откуда забирать и доставка людей. Вот в 1999 году в Нижнекамске было 65-70 тысяч на сабантуе. Это целая армия. Ее надо вывести, ее надо привести, ее надо идеологически развлечь и участие организовать. Это первое, транспорт. Он с нескольких точек в Нижнекамске организовал на высоком уровне вот эти бабушки, дети, все это, значит, доставку на место сабантуя. У нас в Нижнекамске место сабантуя находится за городом. Второе. Весь сабантуй Ильсур Раисович поделил на квадраты. Зону ответственности, зона развлечений. И вот, значит, на этом каждом квадрате был ответственный человек, который нес ответственность за этот квадрат. Третий, наверное, очень важный момент. Он разделил сабантуй по возрастам. Вот, например, молодежь, что им интересно? Им интересна дискотека. Он в стороне от сабантуя сделал дискотечные танцы.
Он сделал дополнительно 20 площадок для подростков. Ножницами фантики срезали, ложками яйца носили, воду хоть и в игрушечных ведрах, но носили. Вот 20 было детских площадок с большой привлечением массовости. Все дети участвовали. Очень важно, чтобы дети участвовали в этом сабантуе. Очень важно объявить этих детей потом. И потом, чтобы у них было желание на следующий год еще принять участие, и чтобы у них характер конкуренции вырабатывался. Вот. Быть лучшим, быть быстрее, быть шустрее, быть старательнее. Вот для детей было сделано 20 площадок. Конечно, он обошелся без этих длинных речей, это очень важно. И было впервые в Нижнекамске чествование старых батыров-ветеранов, старых механизаторов, пахарей, которых поздравляли в те года. Поэтому, значит, вот Сабантуй по-медшински – это разделение полномочий, это транспорт, это задействовать для каждого возраста своя площадка. Если кто-то постарше, семейные пары, они соревнуются в другом месте. Люди с колясками сидят под навесом в тени в третьем месте. Ну вот 65-70 тысяч. Больше в татарском мире такого массового, организованного сабантуя я не помню. В год я посещаю 15-20 сабантуев, стараюсь. Также была презентация на высоком уровне, в которой приняли участие 1200 детей. У этих 1200 детей их надо подготовить, им нужны костюмы, им нужно с родителями приехать. Каким должен быть сабантуй, как он организовывается, можно посмотреть на YouTube-канале 99-й год, Нижнекамск. Ничего подобного и никто никогда не организовывал. Взять хотя бы самолеты, истребители в Нижнекамске были на сабантуе. На каком высоком уровне была демонстрация лошадей, повозок. Да. Были учтены все вот эти вот фольклорные моменты. Краски, фольклор, танцы, музыка. Каждое предприятие имело свое подворье. Нижнекамск нефтехим, Нижнекамск шина, строительные организации. Придя на сабантуй, представители татарской нации, у них должен проснуться генетический код. У них должна проснуться гордость за свою нацию, что они принадлежат этой нации татары, что у них ответственность перед будущими поколениями перенести весь этот фольклор, эту красоту. Значит, это лучшее перенести другим поколениям. Нужно и вовлекать другие нации, чтобы видели, насколько все-таки это же в историю уходящие вот эти состязания. Взять отдельно любое состязание. Оно или с ловкостью, или с юмором, но оно носит такой всегда завлекающий характер. Сабантуй – это прежде всего семейный праздник. Всегда на сабантуй максимально надо привлекать детей, подрастающее поколение. И максимально, чтобы они участвовали в этом сабантуе. Ведь сабантуй так он сделан, что там есть развлечение и соперничество для любого возраста. Это наша татарская идеология. Сабантуй – это идеологический рычаг для привития любви, значимости татарской культуры. Сейчас проводят сабантуи там в Париже, в Нью-Йорке. Ну, они какие-то увеселительные и очень неправильно о татарской нации судить по сабантуй, тюбетейкам и чак-чаку. Да? Сабантуй – это прежде всего наша идеология. Нынешний сабантуй, на всех сабантуях надо отдельно отметить подвиг наших врачей. Это безусловно. Может быть, даже их пригласить и наградить. Потому что сегодня от врачей многое зависит, и сегодня врачи многим жертвуют. Дай Бог здоровья нам всем и врачам тоже.